Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. В Республике Коми намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса. В ближайшее время в регион поступит крупная партия вакцины. Пока дети на каникулах, в школах проводятся ремонты. В гимназии номер 2 завершается реализация проекта «Народный бюджет». Старинные традиции и обряды, национальный колорит и зажигательные хороводы. В честь столетия Республики Коми интинская пара решила сыграть коми-русскую свадьбу. Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. Власти Республики Коми намерены ввести обязательную вакцинацию ряда категорий граждан, как только для этого будут созданы необходимые условия и сформирован достаточный запас вакцины. Ранее в Сыктывкаре, Ухте и в Усинске объявили о приостановке вакцинации первым компонентом вакцины от коронавируса в связи с ее дефицитом. На днях республика получила несколько тысяч доз вакцины. Ожидается еще более крупная поставка. Партия из 28 тысяч доз вакцины от коронавируса будет поставлена в ближайшее время в Республику Коми для запуска обязательной иммунизации ряда категорий населения. К этим категориям относятся должностные лица и работники организаций, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских организаций и других учреждений. Обязательной вакцинации в регионе подлежат более 90 тысяч человек, сказал в субботу глава республики Владимир Уйба. Кто такие декретированные группы населения? Это профессиональное сообщество, которое контактирует с большим количеством населения. Первая строчка у нас сегодня по уровню заболеваемости среди декретированных групп заняли работники просвещения, как ни странно. Хотя ничего странного нет. Почему? Потому что дети у нас стали болеть значительно чаще, чем болели летом и осенью и зимой прошлого года и этого года. И в связи с тем, что стали болеть чаще, естественно, они стали более часто и заражать педагогов, учителей и так далее. Вторая категория у нас это работники ЖКХ, работники сферы услуг, это торговля в первую очередь, это общепит и всевозможные сферы парикмахерские, салоны красоты и так далее. И только потом здравоохранение. Работники ЖКХ там на следующей строчке и работники транспорта. Вот это все сообщество декретированных групп населения у нас более 120 тысяч. Из них сегодня подлежит прививке 93 443 человека. Я уже говорил о том, что мы сегодня смотрим именно на пути распространения инфекции, понимаем, что распространение идет через вот это декретированное сообщество, и, конечно, более 93 тысяч непривитых дает нам огромный всплеск и огромное количество новых зараженных людей. Ежедневно в России выявляется более 20 тысяч новых случаев COVID-19. Из-за болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, умирают сотни людей. Новые случаи заражения и летальные исходы фиксируются практически во всех регионах, в том числе и в Республике Коми. За последние 3 дня в Интинском округе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находится 12 пациентов. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходит лечение 32 человека. Под медицинское наблюдение взяты 27 жителей округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 636 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 30 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. Налоговые органы вновь переходят на особый режим работы. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе вводятся ограничения по приему граждан в налоговых инспекциях. Теперь интинцы смогут попасть в отделение ИФНС города только по предварительной записи. Прием населения по предварительной записи пока ведется по 30 июля включительно. При посещении налогового органа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и средства индивидуальной защиты, маска и перчатки.
В связи с обострившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции с 28 июня личный прием граждан в налоговой инспекции будет осуществляться исключительно по предварительной записи. Записаться к нам на прием можно с помощью сервиса онлайн-запись на прием в инспекцию, который находится на нашем официальном сайте, либо по телефону, единому телефону, который предоставлен нам для Интинского и Печорских районов. Это сотовый телефон 912 961 67 10. Но хотела бы обратить внимание наших налогоплательщиков, в случае записи по телефону нужно будет сказать, что по территориальности мы относимся к Интинскому району, городу Инта. Но также напоминаю нашим гражданам, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. То есть на нашем сайте создано уже более 60 онлайн-сервисов, с помощью которых вы можете узнать ту или иную информацию. Это личные кабинеты физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица. Через эти кабинеты можно уплатить налоги, уточнить документы, которые необходимы для получения того или иного налогового вычета, подать декларацию 3 НДФЛ. Также на сегодняшний день очень актуально это узнать ИНН и получить через наш сервис ИНН с нашей электронной подписью. Ну и также через данные сервисы можно обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларации. Также можно не только зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и произвести госрегистрацию. Непосредственно получить какую-либо информацию можно по консультационному единому телефону, который находится, единый контакт-центр 8 800 222 22 22, где вы получите полную квалифицированную помощь и информацию по заданному вам вопросу. Если у гражданина уже имеется готовый пакет документов для сдачи в налоговую, то его можно просто занести в инспекцию. Нет необходимости записываться на прием. Здесь при входе в налоговую у нас оборудован бокс, куда вы можете положить данную информацию. Но при этом обращаю ваше внимание, что она должна содержать полные контактные данные. То есть фамилия, имя, отчество, обязательно подпись и контактный номер телефона. То есть при получении, при регистрации данной декларации, либо в ходе камеральной проверки вдруг возникнут какие-либо вопросы, чтобы инспектор мог с вами связаться. Напоминаем, что все вопросы можно уточнить по бесплатному телефону контакт-центра 8 800 222 22 22. В гимназии номер 2 завершаются ремонтные работы по замене старых окон на новые. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» у образовательной организации появилась возможность приобрести и установить 15 современных стеклопакетов в 5 кабинетах для учащихся начального звена. Аукцион на проведение работ выиграла местная подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью «Наше время». Претензий к строителям у работников гимназии и депутата Инты Марии Березиной, которая является куратором данного проекта, нет. По контракту специалисты должны завершить работы до середины июля, но подрядчик намерен уложиться раньше установленных сроков. На данный момент из 15 окон уже смонтированы 12. Отыграли аукцион, мы стали победителем аукциона. С 30 апреля заключили договор, ну и по 15 июля. То есть на сегодняшний день заканчиваем работу, уже установили 12 окон, осталось 3 окна. Вот сегодня мы это дело все закончим. А там, на следующей неделе вывезем мусор и досрочно сдадим работу. Окна хорошие, профиля хорошие, то есть детям будет, конечно, зимой уже более комфортно и уютно. По словам руководителя подрядной организации, новые окна отличного качества с высоким уровнем теплоизоляции. Специальные профильные системы стеклопакетов не пропустят холод в помещении даже при температуре наружного воздуха минус 50 градусов. Ремонтные работы в гимназии номер 2 идут полным ходом, чему мы очень рады. Безусловно, подрядная организация работает оперативно. Я бы не сказала быстро, не спеша, но оперативно. Вот скорее это слово подходит. Потому что работают и выходные дни для того, чтобы сдать объект вовремя. Сроки сдачи объекта июль месяц. Оперативно решаются вопросы все.
все оборудование поставлено, все готово, то есть только, в общем-то, речь идет о работе самих мастеров. Еженедельно я, как депутат городского совета и куратор этого проекта, прихожу в гимназию номер 2, контролирую, но так как я небольшой специалист в этом деле, поэтому, конечно, я с собой привлекаю и сотрудников МКУ ГУНО, и сотрудники УЖКХ приходят, смотрят уже вот качество выполняемых работ. Конечно, мы понимаем, что вот такую итоговую, наверное, оценку выполненным работам мы дадим зимой. Зима покажет, насколько в классах тепло, уютно, не продуваются ли окна, не промерзают ли стекла. Это все покажет зима. Но мы уверены в этом подрядчике и надеемся все-таки, что будет все замечательно. Напомним, проект «Народный бюджет» реализуется в Республике Коми с 2016 года. Инта активно принимает в нем участие. Горожане выносят на обсуждение предложения по проведению в округе ремонтных работ, развитию городских объектов и приобретению необходимого оборудования. По инициативе интинцев успешно реализуются проекты в сферах образования, культуры, предпринимательства, спорта, благоустройства. Лето – пора ремонтов. Социальные учреждения города активно занимаются подготовкой к новому сезону. Спортивные школы Инты сейчас недоступны для посетителей. Объекты приводятся в порядок. Выполняется большой объем ремонтных работ как на территории учреждений, так и внутри зданий. Большая часть работ в здании спортивной школы Интинская выполняется силами сотрудников учреждения. За один прошедший летний месяц сделано достаточно много. Пол коридора, ведущего к плавательному бассейну, утеплен и уложен древесно-стружечной плитой. Мы сейчас прошли с вами по коридору первого этажа, это фойе плавательного бассейна. Значит, в этом году в плавательном бассейне очень большой, я считаю, что большой объем работы сделан, так как все вот эти стойки покрашены у нас, арки, я так их назову, да, все арки покрашены, приведены в красивый голубой цвет, который сразу заходишь, как будто здание новое. И, естественно, мы в этом году немного делаем, утепляем полы, да, то есть застилаем их ДВП красится, и на 2 раза будет краситься, и будет уже такое вот хорошее эти полы. Все работы, которые проходят ремонтные на учреждении, кроме аукционов и каких-то больших работ, делаются силами нашего учреждения, то есть нашими работниками. У меня работают специалисты, они хорошие работники, люди. Я им выражаю огромную благодарность за то, что они проводят такой вот объем работы. Некоторые работы выполнялись на высоте. Так, с помощью вышек были покрашены металлические арки, которые держат крышу строения. Оконные рамы плавательного бассейна тоже пришлось обновлять с помощью специализированного оборудования. Ну вот в этом году в бассейне мы по настоянию наших работников покрасили все рамы, потому что они захотели, чтобы рамы были красивые. Покрасили все рамы, то есть опять видите, опять высотные работы, и ребята у нас эти работы проводили на высоте, большое им спасибо. Подвели плинтуса в чаше бассейна, покрасили перила, видите, что они у нас лаком покрыты, красивые, яркие, сочные. Напоминаем интинцам, что спортивное учреждение откроет свои двери для посетителей в начале сентября. Бассейн же будет запущен только после того, как в городе включат централизованное отопление. Некоторое время понадобится для заполнения чаши водой и взятия проб. Рядом с бассейном находятся душевые. Здесь не планируется делать большой ремонт, только помыть плитку и привести все в порядок. А в душевых у нас идет только косметический ремонт. Это покраска, побелка, где необходим ремонт, но в основном плитка у нас все новая, хорошая, поэтому не надо, там чисто косметика. Масштабные ремонтные работы будут выполняться в мужской и женской душевых спортивного зала учреждения. На полное их оборудование будет потрачено 666 тысяч рублей. Демонтаж старой сантехники и плитки уже произведен подрядчиками фирмы из Санкт-Петербурга. Мы находимся в душевых физкультурно-оздоровительного зала. Здесь проводится ремонт, замена плитки. Был проведен аукцион. Выиграла фирма из Санкт-Петербурга. Будет замена плитки, труб, канализационных трапов. Вот. Значит, на данный момент произведен демонтаж плитки напольной со стен. Фирма занимается по нашим сведениям, формирует материалы, которые привезут, и в ближайшее время начнут делать ремонт. Новая плитка будет, современные душевые лейки, но стараемся, чтобы было красиво.
Данные душевые должны быть готовы к середине августа. Это не единственный объект спортивной школы, который ремонтирует подрядчик. Так, рядом с хоккейным кортом идет обустройство здания для вентиляционной установки. Напомним, что на средства гранта, полученного Интой в 2019 году на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, в здании хоккейного корта спортшколы отремонтирована приточно-вытяжная система вентиляции. Основная часть данной конструкции находится на улице и выглядела не очень презентабельно, поэтому было решено ее закрыть. Самый дорогостоящий ремонт в этом году – это вот ограждение вентиляционной установки. Я планировала и в прошлом году сделать, но пандемия все мои планы нарушила. Поэтому в этом году мы решили все-таки нашу мечту выполняем. Значит, стоит он 920 с копейками тысяч, да. Естественно, оплата этих всех работ будет произведена из платных услуг, из бюджета. Хочу сказать, что подрядчик у нас вышел наш Интинский, и что радует то, что когда наши подрядчики, то есть лучше работают, то есть спросить за выполненные работы намного проще здесь в городе, чем иногородние подрядчики. Поэтому я надеюсь, что я думаю, недельки через полторы у нас уже будет наше ограждение стоять красивое. Вы видите, что оно какое большое, поэтому вентиляция будет закрыта, будет намного уже теплее внутри контейнеров, естественно, будет теплее уже в самом корте. Ограждение вентиляционной установки будет выполнено в той же цветовой гамме и стиле, что и облицовка здания хоккейного корта имени Жлуктова спортивной школы «Интинская». Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Российское гражданство в обязательном порядке должны иметь как родители, так и дети, на которых будут оформлены выплаты. Под выплату подпадают ребята, которым исполнится 6 лет не позднее 1 сентября этого года. Кроме того, эту сумму смогут получить молодые россияне-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие получать обучение или их родители. Важно, что эта единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении пенсионного фонда. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется. И в продолжении темы утверждены правила выплаты пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. С 1 июля будущие мамы, которые встали на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности и находятся в сложной финансовой ситуации, могут получать ежемесячное пособие. Чтобы получать пособие беременной женщине или одинокому родителю, необходимо подать соответствующее заявление. Рассчитывать на ежемесячные выплаты могут далеко не все граждане нашей страны. Согласно федеральному закону, право на новые меры поддержки имеют, во-первых, единственный родитель или родители ребенка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов на основании судебного решения, а также опекун, если у ребенка оба родителя умерли, пропали без вести или лишены родительских прав. Пособие будет предоставляться на детей в возрасте с 8 по 16 лет включительно. Во-вторых, женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности до 12 недель. Данная мера государственной поддержки рассчитана именно на семьи с низкими доходами. Новая выплата положена только женщинам и одиноким родителям в трудной финансовой ситуации. Пособие назначается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Республике Коми данная величина составляет 14 567 рублей. Также будет производиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Критерии нуждаемости определены постановлением правительства РФ от 28 июня 2021 года номер 1037. Заявление можно подать через портал Госуслуг или в клиентской службе ПФР по предварительной записи. Учитывая эпидобстановку, рекомендую подавать заявление через интернет. Плюсы дистанционной подачи очевидны: экономия времени, сил и отсутствие риска заразиться коронавирусом.
Заявление подает беременная женщина, которая встала на учет до наступления срока 12 недель. Как уже говорилось, это можно сделать на госуслугах или лично в клиентской службе пенсионного фонда. В МФЦ заявления на эти пособия не принимаются. На госуслугах есть две формы заявления – для назначения пособия и для изменения реквизитов. Последнее понадобится только в том случае, если после назначения пособия изменятся данные счета для перечисления. Подать заявление можно после постановки на учет по беременности при сроке беременности не менее 6 недель. То есть к моменту подачи заявления нужно стоять на учете в медицинской организации. В течение беременности женщина должна бывать в больнице. Если не поступят сведения о посещении врача, выплата пособия приостанавливается. Размер пособия определяется, исходя из размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплата одиноким родителям составит 50% от прожиточного минимума ребенка, а выплата беременным – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Так, в Республике Коми первая выплата составит 7350 рублей 50 копеек в месяц на каждого ребенка, а вторая выплата 7857 рублей 50 копеек в месяц. Заявления на данные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям начали принимать с 1 июля. За первые 2 дня в Интинское отделение пенсионного фонда поступило около 100 подобных обращений. По предварительным данным, в Коми право на пособие имеют 500 беременных женщин и 5500 одиноких родителей. Веселая, душевная и удалая Коми русская свадьба. В преддверии Дня семьи, любви и верности интинские молодожены решили скрепить свой союз узами брака и организовать необычный праздник, который сочетал в себе оригинальность, эффектность и дал возможность приобщиться к интереснейшим традициям наших предков. Свадьба Дмитрия и Оксаны Варварук отличалась от традиционного праздничного торжества. Из ЗАГСа в Центр национальных культур молодожены с гостями приехали на украшенной шарами и лентами вахтовке. Супругов встречали нарядные представители разных народов в национальных костюмах. Оксана и Дмитрий по национальности русские, но всю жизнь прожили в Республике Коми и в честь столетия региона решили, что на их первом семейном празднике не обойтись без народных традиций, поверий и фольклора родного края. Идея принадлежит Дмитрию. Мужчина признается, хотел сделать сюрприз своей будущей супруге, чтобы их торжество было уникальным, оригинальным и запоминающимся. Я это все решил, Оксана не знала. Вот, потому что вроде как здесь родились, уже прожили всю жизнь. Как бы вот в Коми обряде, чтобы была тоже свадьба, как бы хотелось по традициям немножко провести этот день свадьбы. Как-то так. Оксане задумка Дмитрия понравилась. Ее смогли оценить и гости, которые приняли участие в праздничном мероприятии. Повеселились все от души. Вы должны поцелуем поздравить друг друга. Пожалуйста, присаживайтесь на подушечку. На подушечку. На коленками, да. И поздравьте друг друга поцелуем. Ура! Оксана с Дмитрием познакомились в прошлом году. Оба хорошо запомнили тот день, 10 сентября. Говорят, практически сразу поняли, что будут вместе. Знакомый попросил забрать, у них знакомый, так как они в горы уезжали, с поезда встретить, привезти с отпуска. Я говорю, ну хорошо, встретил. Пока ехали, что-то ля-ля, там разговорились. Ну и вот как-то так получилось, она говорит, сейчас познакомлю. Что-то как-то так быстро все это, телефоны, фотоаппараты, эти камеры, что-то там, фотографии поменялись. Ксюша была в отпуске, что-то начали созваниваться. Приехала с отпуска, встретились, и как-то вот так вот все и пошло, и все, и до ЗАГСа и дошли вместе. У нас знакомство было, в общем-то, по телефону. Мне очень понравился его голос. Когда уже увидела, это было все. За несколько месяцев до свадьбы Оксана и Дмитрий сообщили о своем решении жениться родителям. Они одобрили выбор детей. На Новый год познакомились.
Они ездили сначала к его родителям в Нижний Новгород, на обратном пути заехали ко мне в Киров. Я сейчас в Кирове живу, вот, уже с 2002 года. А так, работал на шахте, на Капитальной, отработал 32 года. Вот, здесь прожил все это время, так что нормальный жених, нормальный. Он мне сразу понравился. Вот. Они у меня как раз приехали на Новый год, старый Новый год. Побыли на мой день рождения, так что все определили сразу. Необычный выкуп невесты, ритуальное омовение, связывание рук полотенцем, каравай с солью, подарочный оберег, подкова, который обязательно принесет в дом молодой семьи удачу и процветание. Сотрудники Центра национальных культур готовились к свадьбе Оксаны и Дмитрия и тщательно продумывали сценарий. Раньше проводили в год по 2, по 3 свадебных обряда. В последнее время, видимо, еще пандемия сыграла, да, не обращаются. Но в год столетия республики мы решили это возобновить. И сегодня вот первый свадебный обряд, который мы провели для молодых Дмитрия и Оксаны. И надеемся, что с их легкой руки у нас сейчас к столетию республики пойдут заказывать свадебные обряды. Мы проводим свадебные обряды и коми, и русские, и украинские, и татарские. То есть на любой вкус, какие захотят молодые, мы проводим свадебные обряды. У каждого народа свои обычаи, свои традиции, но в то же время хотелось это сделать таким маленьким шоу, чтобы молодым запомнилось. Время ушло, конечно, много, но в итоге мы сделали. Потом каждый сценарий мы перерабатывали, что-то добавляли новое, что-то лишнее убирали. Но в итоге вот то, что получилось, вы посмотрели, увидели, и надеемся, что всем понравилось. Свадьба с проведением разнообразных ритуалов превратилась в красивую феерию. Сотрудники ЦНК подготовили несколько обрядов с использованием елочек, веника, колокольчика, которые послужат залогом безоблачного счастья супружеской жизни. Елочка, она несет зелень, то есть это молодость, это вечная любовь. И эта елочка, она еще по коми-традициям отгоняет злых духов. И она вот сегодня на машине молодых весь вечер будет присутствовать сзади машины, и отгонять все зло, которое будет им попадаться на дороге. Вначале мы их встречали коми-инструментами, тоже шумели. Они тоже по коми-древней традиции, когда кричат, поздравляют, ура, и вот шумят этими инструментами, они тоже отгоняют злых духов. Но всем же хочется, чтобы семья была счастливой, долго жили, да, не было никаких склок, не было разводов. Поэтому мы больше старались сделать те традиции, ритуалы, которые действительно молодых бы вели на счастливую и долгую жизнь. Многие традиции и ритуалы давно утратили свое сакральное значение. Современные люди предпочитают ограничиться поездкой в ЗАГС или организовывают обычную вечеринку. Но все же есть молодожены, которые относятся к браку в соответствии со старинными традициями, отдавая дань своему прошлому и сохраняя для потомков память о вековых традициях нашего народа. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.